соломоплетение вот у нас где-то 6 годин или недели. Вот. То есть вот такие уже нема. І от як-то так это накеровано, ну добре, що райвиконком нас зрозумів, нам дали. Это ж до родного такого белорусского. И у нас вот школа великая, у нас много русскомовных. Тут, ну что это ж не вёска. Большой поселок. Газовики, ну, газовиков, газ это что, Украина, Россия в основном специально. Вот. Мы тут отстояли, потом пошли все-таки по своему. И, разумеется, все, дети, нема питання. Батьки там розмовляють, не розмовляють, а по-русски он розмовляет. И идут на эти гуртки. Она уже приходит к нам, значит, ну ей уже почти 4 годика, вот сейчас, значит, слова уже запоминает там и рассказывает, так уже, значит, спорит. Мать, значит, со своей дочкой спорит. Теперь моя дочь с моей внучкой спорят, правильно ли слово назвали. Показываю на гуртку. Вот потому уже руки у нее хорошо развиты, он в плите добрый. И одразу он в глазах детей остатник, и он поднимается уже авторитет. Аманович. Или как получается? Нет. Вы видите, улічшує тяжкость работы. Наприклад, мы не можем початковую школу взять на соломку, это вельми тяжко. Я со своими детками працевала на занятках пентаристов, это тяжко. Вот там кипяток, там раз, там, ну, не могут. Тому одразу попадають до Марії Михайловни. Ну, класні керівники особливо ведуть занятки пентаристом, там улічують, хтось вишиває, хтось батліє когось, але у основному проходять Марії Михайловни. Там вельми для пальчику добре, вони починають добре писати, там макраме, там крючочок, ось. Идут танцевать детки. Батлейка у нас вот один класс батлейку ведет. И Вяре Лариса Николаевна Колыханова. Ось. Потім іде м'яка цацка. Трошки освоили уже, могут ниточку и волошку затянуть. Мягкая цацка. 4, 5, 6, ну там до 7 класса. Ось это мягкая цацка. Там еще и маленькие бывают, но больше такие вот 3-4. І ось уже, починаючи 6 класу, у основному, вони вже навчилися этому, йдуть на соломку. Вот в этом году черный ходил. Знаете, для чего это спросил? Детский телецентр, который был создан в Республиканском центре статистического воспитания, я надеюсь, он будет и дальше существовать. Если какая-нибудь организация, он наверняка 100%. Ведь одна из его задач является создание фильма, видеофильма, методической направленности. То есть, вот, допустим, они, кстати, у вас были, снимали здесь. Пролетский, фильм Пролетский. И школу, и прокуратуру. Можно создать видеофильм о вашей школе, вот с методической точки зрения его расписать, этот фильм, и показать в этом фильме, как же все-таки здесь воспитываются дети от 1 класса до выпуска школы. Понимаете? Вот если бы мы могли, мы можем направить сюда, положим, методиста нашего, съемочную аппаратуру, там, и чтобы вот это написать сценарий соответствующий, который и потом же, вам же, конечно, естественный фильм в конечном-то итоге выйдет. И даже его распространять потом этот фильм на другие школы Беларуси, ведь задача такая и стоит. Вот, смотря как працует эта школа, что она там делает, как все вот это делает. Время национальных зарождающихся вот в низах в школе, и потом на выходе что-то получается. Понимаете? Это же с методической точки зрения интересно. Вот, нужна какая-то музыка. Оформить. Или что-то сделать. Какой-то там коляд. Или там, допустим, лесняка, или там другая. У меня сотрудники, они занимаются чем? Они идут, ищут на радио, на телевидении. Это не просто музей, что Залёв показал, это именно это, что центр. Вот вы правильно сказали, треба музыка, где найти в центре? Треба литература, где найти? Мы хотим створить школьный такой же, вместе центр. То есть задумка, то есть да, центр повинен быть в республике центр, но
по литературе приходит ваш специалист отсюда в нашу библиотеку и дает задание. Ну вы не в состоянии анализировать с Михановичем, Мейер там потом. Она пишет, ну конечно не так, что-то надо, а что? Примерно быть ну, более конкретно. Там она дает задание, она это делает. Она обязана это делать. Ваши вот нам нужны такие вот моменты. То есть это пространство, оно всю несет, там не было прикладное, оно не важно, прикладное оно или изобразительное, или монументальное, любое. Тогда высокий уровень конкретного искусства, направленности, когда владеют дети рисунком и пониманием цвета. Не зря в Японии цветовед нормально это выразить, или кисточкой, или карандашом. Вот это я вам знаю ошибку многих школ, не только школ, что идут напрямик сразу, ломясь к главному, минуя те рельсы, на которых надо это построить. Понимаете? И будет это все достигнет результат. Но это не тот результат, который может совершенно союз художников. Объездил уже всю республику, весь союз был, и в Армении знал, где и в Москве, и в Ленинграде, и в Киеве. Ну, то есть я не с чужих слов это могу сказать, понимаете? Вот. Есть у меня и лишний выбор. И вот потому хотелось бы, что у нас такая школа, с такой направленностью, хотелось бы, чтобы уже где-то... Ну, такое монументальное есть, может, больше специалисты монументального искусства. Ну, Ваня увлекся... Вот, и лепит. То есть есть можливість вот, где-то глины достать, Йось, это Максимас Йось. достать глины сопроводным, кажется. И ну, специалисты уже тут мы будем шукать, чтобы детям именно бояться глины. Вот они так... Ну, вот это связь. У нас есть чудовные специалисты. Чудовные, такие легшие науку. Ви і ведаєте, може, бачили не устав їх. Як фамилия этого нашего керамиста? У нас их много. Нет, один вот наш главный. Кто много? У нас же керамистов-то много. Если керамист якраз зв'язаний Там мягкая лялька девчинки, все у нас идет для девчинок. А у нас для... Давайте так. Владимир Ильич, справа в том, что 22 года только люди уже что-то з нової. Так, где-то часу треба і ліквідувати старе, і щось нове. Ось тоді коли стабілізується. Ми віримо сюди виснову. А сьогоднішню розмову треба вчити і з вашого боку, і з нашого боку. Так що там. Более мало Потом достается. надо это самое, днем народжения, думаю, ну вот мы домовимся, или что-нибудь. Ось такі. Тоже тут и кулинария, ну что ж зробишь. Ну нічого, ну і в других школах і такого нема, все-таки ж похожі. На Соломку ми замогли особне помешкання вот, на третьем поверсі виділити. Напишу категорію вас дала, тоді міністр був, розхвалили на замминистра, які там были такие нашишки, я не пам'ятаю. Ось. Повинны существовать, должны существовать. Существовать будет. Ну, не профессиональный оператор, профессиональные режиссеры телевидения. Вершиню пробуем такую форму. Збиратися усією колиханкою, 3 групами.
Бо тут кожну репетицію відбуваються ніякі такі цуди. Буває так, що ніхто виключно хорошо, пригожо співає, і ніхто цього не чує, тільки ми самі чуємо. І ось сьогодні вирішили ми таке провести перше поширене посідження колиханки. Запросили гостей, і вельми я рада, що згодилися з радістю приїхати до нас. Владимир Титович Гордеенко. Ось. І я думаю, ми так свободно сьогодні посидимо, поговоримо. У нас цікаві гості. Є Штерн. Владимир Титович, можна вам слово предоставить? Одразу слово? Не хочете, ні. Ні, ну я вельми вдячний за те, що ось у таку якраз компанію попав. І молодую, вельми молодую, я вже все старий, відчуваю. Справді зустрічі буде вельми такий багатий, на ураженні. Бачите, тут у нас є скульптор Іван Якимович його зовут. І він сьогодні займається зовсім не своєю справою. Його справа з глини ліпити мистецькі образи. І це правда щастя вам побути в його майстерні, майстерні його великої. Там є двері, які так само, як він сьогодні, не по тому призначенню, не тому призначенню служить. На цих дверях розписи всіх космонавтів, які тут літали в світі, а майже усіх. Всі космонавти, які, і він усіх бюсти зробив. Американські, французькі, білоруські. Усі. І він один їх сюди приїжджає, і він до їх приїжджає. Ось. І окремя іще усього, його є чудовний твор. Ви його літератури бачили, а може хто не бачив, що бачите. І ось перед війни у матері 5 синів пішли на війну, і ніхто основну свою частку життя дав створенню цього твора. Тому він і отримав государственну премію по этому, тому ми його так само і зараз ще часто віншуємо цією удачею. Це удача не тільки білорусів, це удача усіх творців Былого Союзу, а зараз бачите, трошки з'єдналися. Ну, шкода, що ми не можемо, може, десь ви і побачите потім, і мої твори, тому що створені живопису трошки горш. Тут треба ці музеї, для всіх на вулиці. Ще дорогів. Педагогів у нас шмат педагогів, більше, ніж 100. У центрі, є такий центр, в Мінську, естетичне виховання.
я боюсь.